Наша задача первичная – это замещение всех необходимых социальных функций, предоставление пользователям те продукты, которые были ликвидированы с Google Play. Московские разработчики презентуют российский аналог Google Play. Сервис «Наш Стор» — альтернативная площадка для скачивания приложений на Android. Сейчас в магазине их больше 5000. Это банки, сервисы, игры. Мы стремимся полностью возобновить потерянный функционал, который Google Play ограничил, и планируем превзойти этот функционал. Этот и другие проекты, представленные на площадках форума, осмотрел сегодня Рустам Минниханов и федеральные гости. В Казань приехали исполнительный директор Российской ассоциации венчурного инвестирования Альбина Никонен и старший вице-президент по инновациям фонда Сколково Кирилл Каем. То, что я вижу в камеру, транслируется на экран ноутбука, и при этом мои руки всегда свободны для выполнения любых производственных операций. Эта казанская компания разработала мультиязычную платформу дополненной реальности. Ее применяют для контроля работы промышленного оборудования. Разработка значительно сокращает время ремонта и затрат. Выезд специалиста обойдется, например, на Дальнем Востоке или в Крайнем Севере миллионы рублей просто для поездки, для проведения аудита, например. А в нашем случае подразумевается, что вместо эксперта туда поедет просто специалист компании, вместо 5 человек может быть 1. А эксперт параллельно в это время будет отслеживать за ним в реальном времени через эту цифровую платформу. Венчурный форум собрал больше 3000 участников со всей страны и показывает самые передовые разработки. Из огромного количества проектов, представленных на российском рынке, на форум попало только полсотни лучших. После встреч с экспертами и инвесторами отберут 15 счастливчиков. Именно они получат до 15 миллионов рублей на развитие своих разработок. Казань принимает форум в 17-й раз. Открывая его, Рустам Минниханов и гости отметили, это ключевое событие на отечественном рынке венчурных инвестиций. С 2005 года Казань в разных названиях имеет вот эту платформу, где мы собираемся, организуем выставки, организуем обсуждения. И в этом году вам большое спасибо, что вы здесь вместе с нами. Я желаю каждой компании, которая находится на экспозиции площадки, найти своего инвестора, а каждому инвестору отыскать 2-3 инновационные технологии, которые его привлекают. Спрос на технологии только увеличивается, и, соответственно, вопрос финансирования этих технологий на тех стадиях, когда промышленности еще рано, а денег изобретателю уже не хватает, это острейший вопрос, и я очень рассчитываю, что в течение сегодняшнего дня мы с вами в дискуссиях определим те модели, которые позволят нам дальше развивать российские технологии. Как отметили на форуме, венчурные инвестиции в российские стартапы за минувший год упали до минимума за последние 6 лет. В 2022 вложено всего 418 миллионов долларов. Годом ранее было 2,5 миллиарда. По словам участников, замещение ниш, оставленных западными фондами, займет до 5 лет. При этом эксперты подчеркивают, интересных разработок много, большинство из сферы IT. И свежего, да, то, что я вижу с точки зрения, наверное, там, привлечения инвестиций и контрактов со стороны корпорации, это EdTech, это финансовые технологии, это в том числе достаточно большое количество промышленных технологий, все, что связано с оптимизацией, автоматизацией бизнес-процессов. Как подчеркнул Рустам Минниханов, в нынешних условиях важно обеспечить технологический прорыв. Такая задача поставлена руководством страны. Доступ к западным технологиям ограничен, но у нас много инициативных людей, которые могут эти вопросы решать. И, конечно же, вот то обсуждение, которое было на панельной части, оно очень важно. Мы должны эти наши мысли и те меры поддержки, которые необходимы, чтобы вся эта система работала, донести до руководства страны. Как отметили, снижение инвестиций связано не только с уходом западных фондов, но и уменьшением интереса к рискам. По словам участников, этот тренд сохранится и в этом году. Рамиль Галиуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.